Село Черендей опустело в послевоенные годы. Пока есть хоть один житель, село живо. Степан Сотников родился в Черендее и теперь единственный его житель. В гостях у Степана Александровича побывала наша съемочная группа. Село Черендей. Издалека видны коробки домов, но подъезжая сюда, не увидишь приветливого света в окошках. Не видно дыма из труб домов. Здесь давно практически никто не живет. Огромные сугробы наметены возле заборов у старых ворот. Лишь в глубине деревни издалека слышится лай собак. У одного единственного дома. По словам хозяина, гостеприимно встречающего путников, через 2 года дому исполнится 100 лет. Это дом его предков. Дом, где он родился, вырос и так и остался жить, несмотря на то, что пустели дворы. Я здесь родился, здесь и живу. Дедом домой дед строил. Этот дом еще дед строил? Да. Скоро через 3 года 100 лет будет. Вот этому дому? Да. А почему вот это было принято решение? Что вами двигало? Ну, Бог сказал-то. То есть это ваше внутреннее? Но судьба это чего? Это судьба. От судьбы не уйдешь. Охотничий промысел и рыбалка – основное и главное занятие хозяина. Кстати, несмотря на уединенное существование весьма прогрессивного. Еще лет 10 назад он установил солнечные батареи, а на зиму, когда толку от них маловато, приобрел дизелек. Благодаря этому свет и телевизор. За новостями хозяин следит, не считает себя отрезанным от жизни. Дорога на Черендей в стороне от Зимника, но гости периодически наезжают. И здесь на коне табун, вот и пришел приехал кормить. А здесь коней держите, да? Коней держу, ага. А сами где? А сам я с Добана. Ну, так я с Черендея. Вот, ну, в смысле, уже на пенсии, и в Черендей все равно приезжаю и навещаю. Да и сам хозяин нет-нет, но выбирается в соседние села, пополнить запас продуктов, узнать последние новости. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.